Новые технологии в борьбе против рака, космическая связь в Якутии и путь успеха крупнейшей торговой интернет-площадки в стране. Вы смотрите программу о технологиях, инновациях и том, что изменит нашу жизнь в обозримом будущем. Это новости IT, и мы начинаем. Qualcomm, Intel и другие американские компании просят правительство США ослабить давление на Huawei. Более чем уверен, что большинство из вас уже слышали, что власти штатов, а точнее Дональд Трамп, перекрыли кислород китайскому гиганту, запрещая продавать их продукцию, использовать их технологии и аннулировав патенты китайского гиганта на территории Америки. Вишенкой на торте стал запрет корпорации Google использования системы Android нового поколения, а вместе с ним и всех гугловских сервисов. И если для рынка Китая это не несет вообще никакой потери, там гугловские сервисы запрещены и заменены на услуги Вичата, то рынок Штатов и Европа, а это по разным оценкам примерно 40% продаж, оказывается под угрозой. И вот ряд американских компаний устал терпеть выходки лидера своей страны, которые мешают бизнесу, и обратились к властям. Они акцентируют внимание на том, что потребительская продукция Huawei, включая смартфоны, ПК и прочее, вряд ли представляют угрозу наравне с телекоммуникационным оборудованием, из-за которого и начался весь сыр-бор. Но мы с вами понимаем, что Qualcomm, Intel и другие переживают вовсе не за Huawei. Светил капитализма волнуют собственные финансовые показатели. К примеру, из 70 миллиардов долларов, которые Huawei потратила в прошлом году на закупку компонентов, 11 миллиардов получили именно американские производители. Да и новую операционную систему китайцы уже анонсировали, и пользоваться будут ей почти все предприниматели Поднебесной. Будем следить за тем, вернутся ли китайско-американские IT-отношения в прежнее русло или продолжат уничтожаться властями штатов. А способ уничтожения раковых клеток недавно анонсировали ученые из университета Арканзаса. Новым оружием стал лазер, который при направлении луча на кожу проникает в кровеносные сосуды и уничтожает на месте этих маленьких, но опасных убийц, не давая им накапливаться в организме в виде метастаз. Исследователи провели успешные испытания своей системы, точно определив и уничтожив раковые клетки, внимание, у 27 из 28 добровольцев, принявших участие в испытаниях. Как говорят разработчики, их установка оказалась в 1000 раз точнее, чем другие существующие на сегодняшний день аналогичные устройства. И в отличие от них, лазер способен уничтожать высокий процент раковых клеток в реальном времени. Когда технологию лицензируют и начнут применять в клиниках, не уточняется, но перспектива успеха борьбы с вероятностью в 96% дает нехилую такую надежду на будущее лекарство от рака. Вопросы медицины обсудили и у нас в республике. Да не просто обсудили, а продемонстрировали сразу несколько проектов. Семинар «Медтеч» в минувшую среду в Якутске собрал представителей университетов, институтов развития, действующих стартапов в этой области и профильных министерств. Идея проста – собрать всех и обговорить, как будут развиваться секторы медицины дальше и что нового на сегодняшний день могут предложить современные технологии в этом направлении. Одним из них стал проект «Медсеть». Суть – создать альтернативу телефонной связи. Вместо того, чтобы дозвониться, пациент просто открывает приложение, выбирает нужную поликлинику и вызывает на дом врача для ребенка или маломобильного родственника. Приложением пользуются уже более 15 тысяч человек. В год обрабатывается несколько десятков тысяч заявок. Проект уже помог Якутску, а дальше должны опробовать его и в других районах. А сейчас коротко о паре новостей региона, о которых пока информации мало, но сообщить есть о чем. Доступная спутниковая связь, возможно, появится в скором времени в республике. Эту перспективу министр инноваций Якутии Анатолий Семенов обсудил с руководством предприятия «Космическая связь». К слову, это предприятие, которое обладает самой крупной орбитальной группировкой спутников связи и вещания в России. Отмечается, что наземные каналы оптоволокна уже покрывают 80% территории региона, но есть зоны, куда вести интернет тяжело из-за сложного ландшафта и географической позиции. Вот для таких населенных пунктов и видят выход в подключении к интернету через спутник. Но, как всегда, главный вопрос – это стоимость услуг. Чтобы выход в глобальную паутину не стоил непомерных денег, необходимо договориться на особых условиях. И начало таким договоренностям положено. Пока стороны не могут разглашать детали сделки, нужно еще проработать и утвердить кое-какие положения. Но как только что-то станет известно, вы, наши телезрители, узнаете об этом первыми.
В эти дни в Play Market и App Store появилось новое приложение «Умный паром». Оно предназначено для отслеживания движения 3 паромов-перевозчика «Новик» на паромной переправе по маршруту Якутск-Нижний Бестях. До этого момента действовало единственное мобильное приложение «Best Паром», в котором отображалась информация по 4 паромам, принадлежащим перевозчику «Первая паромная переправа». В приложении есть информация о нумерации причалов, отображении паромов на карте, информация, на какой причал они идут, время движения в пути, также информация о графике движения паромов и о тарифах. И давайте мы с вами сделаем следующее. Такого рода проекты, по крайней мере до строительства моста через Лену, важны в масштабах всего региона. Подождем до осени, посмотрим, как они покажут себя за сезон, почитаем комментарии пользователей, что работает хорошо, что не очень, и пригласим разработчиков. Зададим все интересующие вопросы напрямую, так что если вы пользуетесь услугами паромной переправы, скачивайте оба приложения, и Best Паром, и Умный паром, пробуйте и обязательно оставляйте свои комментарии об их работе. Как вы сами понимаете, для диалога с разработчиком нужна ваша обратная связь. А теперь пришло время рассказать вам об еще одном якутском проекте и его создателе, который смог выйти не только на республиканский, но и на всероссийский уровень. Знакомьтесь, Вячеслав Афанасьев, руководитель мобильного онлайн-центра PriceBox. Привет, Вячеслав. Привет. Для начала расскажи, пожалуйста, о том, что такое PriceBox, в чем его суть и основная цель и вообще задумка. Ну, PriceBox, если в 2 словах, это мультиплощадка для локальных маркетплейсов. Для тех, кто не знает, маркетплейс – это онлайн-площадка, где размещаются магазины со всеми своими товарами и возможностью онлайн-заказа. В мире очень много маркетплейсов, такие как AliExpress, там, Amazon, в России там, Беру, Озон и так далее. То есть это онлайн-площадка, онлайн-магазин? Онлайн-магазин, там, где расположено множество магазинов с возможностью заказа на дом со всеми товарами. Наш маркетплейс, то есть мультиплощадка для локальных маркетплейсов, отличается от других тем, что он локальный. То есть у нас размещаются именно магазины определенного города. Да? То есть человек, если заходя в Якутск, он может понять, что он сможет заказать именно из магазинов города Якутска. Сейчас у нас специализируются именно товары повседневного спроса. Это продукты питания, бытовая химия, детские товары, там, детское питание и так далее, вода, еда и так далее. Да? То есть те товары, которые нужно заказать день в день. А как вообще пришла мысль создать именно онлайн-площадку? Ведь онлайн-площадок ты и сам перечислил, Да. то, что это и AliExpress, и Amazon, их довольно много. Почему именно на это было направлено? Ну, я сам занимаюсь торговлей довольно давно. У нас магазины есть, там оптовой торговлей занимаемся. И мы заметили то, что даже вот проблема у нас своя была создать свой интернет-магазин, да, в своем магазине. Это мы сталкиваемся с проблемами, там, надо купить сайт, надо его наполнить, надо поддерживать актуальность, надо организовать доставку. То есть это довольно проблематично. И региональные предприниматели немножко неохотно создают. То есть нету стихийного роста онлайн-торговли именно в локальном масштабе. Если брать предпринимателей Москвы, Санкт-Петербурга, там спрос огромный, поэтому создавать интернет-магазин, то есть ты спокойно найдешь своего клиента. Здесь это не факт. То есть здесь нужно потратить очень много денег, сил, времени, и на то, что ты выйдешь на определенные обороты, это уже как бы не факт. А с чем это связано? Почему, допустим, в том же самом Якутске сложнее создавать онлайн-площадку и онлайн-магазин, чем в других регионах? Чем обусловлено? Именно в центральных регионах, население. Да? То есть, если в Москве это целевая аудитория миллионы, десятки миллионов, а в Якутске это десятки тысяч людей. А не встает ли такой проблемы, что в Якутске или вообще в республике немного более замкнутый народ и немного больше испытывает недоверие вот именно к онлайн-площадкам, нежели в центральной России? Не скажите. У нас, допустим, если брать Якутск, люди очень много заказывают, допустим, в том же Wildberries, Ламода, Zara, да, то есть у нас регион, который больше всего, наверное, заказывает оттуда одежду. Ну, по крайней мере, на Дальнем Востоке уж точно. Да, да. И есть дефицит именно того, что люди привыкли заказывать товары извне, допустим, AliExpress из Китая, Amazon из Америки, да, из Москвы и так далее, центральных городов. А именно
нет такого сервиса, чтобы можно было заказывать тупо продукты питания в магазинах своего города. То есть есть дефицит. Мы это заметили, и мы создали такой сервис, который для предпринимателя, он не тратит ни денег, ни средств, ни времени. Мы для него все делаем, загружаем все его товары, загружаем, то есть он практически сам ничего не делает, все это бесплатно, и мы берем небольшую комиссию с продаж через наш сервис. То есть это удобно для самого предпринимателя, да, то есть он не платит за кота в мешке, да, то есть, и платит только за результат. Для клиента это удобно, для пользователя это удобно тем, что все магазины города, не все, там множество магазинов города на одной площадке, и человек может заказывать практически все, что ему заблагорассудится, с доставкой себе на дом день в день. На прошлой неделе мы осветили конкурс программистов «Цифровой прорыв», который проходил в Якутске. Но в связи с тем, что презентация проектов и подведение итогов были позже, чем выход нашей передачи, победители и их работа остались без внимания. Исправляем эту несправедливость. Якутяне должны знать в лицо светлых умов современности. О них и их проектах, которые в ближайшее время облегчат нам жизнь, расскажет Юлия Великодная. Свежий взгляд на то, что необходимо в настоящее время, продемонстрировали студенты. Команда Марины Анисифоровой в течение 36 часов работали в номинации «Образование и наука». Идея проекта – помочь в выборе вуза абитуриентам, в особенности иностранным. Мы разработали веб-интерфейс на базе сайта с картой. Получается, как только мы заходим, сразу у нас открывается карта и дается возможность увидеть, где какие вузы расположены. И выводится список, по которому мы можем выбрать по специальности, по каким-то особым критериям. 55 лет – это возраст самого старшего участника конкурса. Михаил Чиросов, заведующий лабораторией биологических проблем Сибирского отделения Российской академии наук. Он и его команда поставили себе цель – сократить время бюрократии и автоматизировать процесс системы лицензирования. Вопрос лицензирования в области малого бизнеса, спектр лицензий, который берется, он огромен. Закон есть федеральный по лицензированию. Мы взяли эту тему, она довольно злободневная, очень важная, нужная. И государство, видимо, посчитало, что с помощью населения, айтишников можно улучшить вообще ситуацию. Одними из победителей трека «Образование и наука» стала команда «Руседу». Ее отметили как правительство Якутии, так и партнеры конкурса. Проект этих ребят выделили как самый сильный и зрелый с точки зрения маркетинговой стратегии. Проект он будет связан с выбором университета для иностранных студентов. Он будет сделан в виде игры, популярных ММО-игр, типа World of Warcraft, Lineage, Ion. То есть потенциальный студент, контингент 15-18 лет, заходит на этот сайт, запускает игру. Там запускается карта России, он выбирает университет по специализации, которая ему интересна. Да, заходит там, и он может путешествовать по этому кампусу университета, выполняет квесты, задания, ознакомливаться с культурой, с самими факультетами, посмотреть там, какие обучающие программы есть. Изначально на конкурс заявились более 150 человек, из которых допустили около 80. Это была 1/2 конкурса, по итогам которой в финал прошли 6 команд из Якутии и Магаданской области. Участники смогут запустить бизнес, получить работу в ведущих компаниях страны, а также выиграть денежный приз для команды в размере $500 000 рублей. Но самое главное, они внесут неоценимый вклад в то, чтобы наша с вами жизнь стала комфортнее и удобнее. И по традиции завершим выпуск анонсом мероприятия, в котором вы, наши телезрители, можете принять непосредственное участие. В честь Всероссийского дня изобретателя и рационализатора 29 июня во время проведения Исеха Туймады на местности Усть-Хатын состоится выставка «Саха Innovation 2019». В 10 часов дня технопарк откроет свой выставочный павильон в Тюсельге под номером 23. Там можно будет ознакомиться с тем, как поддерживают бизнес в Якутии, как работают разного рода организации и участники IT-парка. Но самым интересным зрелищем станет конкурс разработок инноваторов в Якутии, а также фестиваль детского технопарка «Кванториум». И вот что обещают показать сами организаторы.
Также для детей совместно с нашим детским технопарком «Конториум» будут организованы специальные зоны для запуска водяных ракет, битва роботов, VR-кинотеатр и много-много интересного. Каждый год мы стараемся внести какие-то особенности, фишки, и в этом году тоже у нас будут нововведения, как VR-фотозона. Вы сможете сфотографироваться с виртуальной Туяры Макко, с виртуальным Ниргунботором. Будет очень интересно. Участников ждут ценные призы от наших спонсоров и партнеров. Приглашаем всех вас посетить нашу выставку. Поздравляем с наступающим праздником Ысых Туймады. Ну, а на сегодня все. Повтор программы вы найдете на YouTube-канале Якутии-24. Не забывайте оставлять свои комментарии. Увидимся ровно через неделю. Всего вам доброго.